Центр туризма и ремесел находится на пересечении улиц имени Вадима Сивкова и Советской. Улица Советская исторически являлась продолжением плотины Ижевского пруда, отчего происходит одно из ее старых названий – Плотинный переулок. Построенный в начале XIX века Александро-Невский собор дал другое название – Александро-Невский проспект. Но прижилось название Троицкая улица по Троицкому собору, расположенному в конечной части улицы. Улица, которая в старину называлась Церковной, в настоящее время носит имя героя Советского Союза Вадима Александровича Сивкова. Вадим Александрович Сивков родился в 1925 году в городе Усолье Пермской области в семье военнослужащего. Учился в 22-й школе города Ижевска. В сентябре 1942 года поступил в Казанское танковое училище, по окончании которого в конце 1943 года получил звание младшего лейтенанта и был направлен к месту службы. В ночь с 14 на 15 марта 1944 года танковый экипаж ворвался в село Явкино, занятое фашистами, маневрируя на большой скорости и стреляя из пушки и пулемета. Поднялась паника. Фашисты подумали, что началась крупная атака. К утру в Явкино не осталось ни одного фашиста. Ранним утром противник нанес контрудар. Танк снова вступил в бой, но попал в противотанковый ров, упершись в его стену стволом башенного орудия, и лишился возможности двигаться. Вести огонь из пушки было невозможно. В данной ситуации танкистам было доступно единственное оружие – зенитный пулемет. Все попытки выбраться из ловушки не принесли успеха. Через аварийный люк механик-водитель и заряжающий вышли из танка, чтобы осмотреть машину, но были обстреляны гитлеровцами. Механик-водитель сбежал, а заряжающий погиб. Младший лейтенант Вадим Сивков и рядовой радист Петр Крестьянинов, призванные из Кировской области, отражали удары, пока не закончились боеприпасы. Комсомольцы Вадим Сивков и Петр Крестьянинов взорвали себя вместе с танком, но врагу не сдались. На месте гибели героев были найдены прощальные письма. Плен сдаваться не думаем, оставляя по 2-3 патрона для себя. Виновным в аварии прошу считать механика-водителя, который не выполнил моего приказа повернуть влево. Когда он выскакивал, я не пристрелил его, чтобы не забить люки. Немцы 2 раза подходили к танку, но открыть не смогли. Последнюю минуту жизни взорвем гранатами танк, чтобы он не попал врагу. Просим сообщить домой, что мы выполнили свой долг перед Родиной, заняв одним танком Явкино и там погибнув. На момент гибели им было 19 лет.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года младшему лейтенанту Вадиму Александровичу Зевкову и красноармейцу Петру Константиновичу Крестьянинову присвоено звание Героев Советского Союза. Похоронены герои в селе Ялкино. Мы помним вас.